Құрметті студенттер, я хочу вас познакомить с шанраком, с его функцией. Итак, это таблица, которая предназначена только для глагольных слов. Вы знаете, что глаголы имеют различные формы. Калаурай, шартарай и так далее. Здесь в этой таблице я не показываю разделение шахтара, а показываю слова, которые напрямую не переводятся. Допустим, слово «хочу» он переводится как «калау», но в некоторых предложениях его как «калау» применять не получится. Поэтому необходимы суффиксы и окончания. Итак, допустим, вот слово «смог». Я смог, допустим, купить машину. Сатып алу купить, у убираем, добавляем или а, или е, или краткое. Вспомогательный глагол алды и жектыкжалгау, кто это смог купить. Допустим, я мен машинаны сатып ала алды мы это я. Ну, допустим, хочу, слова формы, хочу пойти в кино. Кинога бар, убираем бар, г м келеды. Давайте мы пойдем в кино. Кинога бар айык. Давайте я пойду в кино. Кинога барайын. Ну и вот так вот может работать наш шанрак. Как оно отражается в предложениях? Я хочу купить новый ноутбук. На первой строчке пишем предложение на русском языке. Далее нижняя строчка у нас словарная работа. Берем со словаря слова. Третья строчка грамматическая. Четвертое правильное построение предложения. Итак, начинаем работать. Я мен купить сатып алу новый жаңа ноутбук. Здесь слова стоят в начальной форме, но для того, чтобы переделать их в правильную форму предложений, то нам необходимо поставить вопросы на русском языке. Кто я, что делать хочу купить, какой новый, что ноутбук. Нам вот эти вопросы помогут в составлении новых слов в падежных окончаниях, в грамматических окончаниях. Как это делается? Я, мен, это есмдык, местоимение, он не меняется. Купить хочу, в данном варианте хочу купить. Слово хочу мы берем из шанрака. Хочу, корень, плюс г, к, плюс тәуелдік жалғау, вспомогательный глагол келеді. Переписываем его вот сюда. Вот у нас схема, которая относится к хочу купить. Сатып алу это купить. Работая с глаголом, мы букву у убираем и вставляем этот глагол без буквы у в корень. Подбираем подходящий суффикс, подбираем личное окончание, тәуелдік жалғау, кто еще в данном варианте я, и вспомогательный глагол келеді остается, не меняется. У нас получается сатып алғым келеді. Так, далее. Новый ноутбук. Жаңа, новый, прилагательный. Прилагательное в данном варианте не усилительной формы, не сравнительной формы, поэтому он также остается жаңа, и ноутбук. Русское слово, оно не меняется, так и остается. Но здесь у нас стоит табыс септык, получается ноутбук т, не на ноутбук т. Ну, вот третья строчка, здесь уже сразу мы показали, что глагол стоит в конце предложения. Сатып алғым келеді. Мен местоимение впереди, и у нас получается такое предложение. Мен жаңа ноутбукты сатып алғым келеді. Ну вот работа эта выполнена. При соединении окончаний к существительным, к послелогам, к существительным различных форм видов поможет вам такая книжечка «Мой добрый помощник». Я его автор, книга нарабатывается каждый год, переделывается каждый год. Ну, давайте попробуем еще одно предложение проработать с вами. Он сможет выполнить задание. Он, ол, сможет, түбір, плюс а, е и краткое, плюс вспомогательный глагол ала, и вспомогательный глагол алады.
алады. Выполнить орындау задание тапсырма. И сверху вопросы. Кто? Он. Что сделает? Сможет. Что сделает? Сможет. Сможет что сделать? Выполнить. Выполнить что, кого, что, табыс септік. Задание. Табыс септік. Так, табыс септік. Сейчас значки все эти уменьшу. Вопросы. Так, сможет. Кто он? Что сделает? Сможет. Давайте я пониже опущу, чтобы было видно вам всем. Конкретно здесь вот. Итак, что сделать? Выполнить. Мы знаем, что глаголы у буква убирается, вставляется в корень. Тубер. Орында после гласных ставится и краткое. Орындай. Ала. Кто может? Ала. Д. Третье лицо. Үшінші жақ. Он может. Нені тапсырма на. Табыс септік. Нені тапсырма на. И теперь правильное построение предложения. Орындай алады. Конец, потому что это глагол. Орындай алады. Запятые все нам теперь не нужны. Ол тапсырманы. Орындай алады. Ну, всю эту работу мы выполнили. Предлагаю вам самостоятельно придумать русские предложения, попробовать конструктивно перевести. И желаю вам удачи!